Привет, друзья! Коми Рыбак, рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы топаем пешком проверять палки на налима. Сначала ездили на машине, снег стал глубокий, проехать никак. Потом пересели на урагана. Ураган техника супер, ездит просто замечательно. Но наступили морозы, и у него кое-какие болячки повылазили. Потек кран, замерз подсос. Пересели на ерша. Вчера ёршик прокатил меня с ветерком по утоптанной табуранке. Все было замечательно. Сегодня сели на него, поехали. Но, как видите, выпал снег за ночь. Сантиметров, наверное, 10, не меньше. Буранку замело. Съехали с буранки. Там наледь, вода. Намочили ерша, намочили корыто. Все это моментально обросло льдом, снегом. И маленький ёршик был просто не в силах тащить обледенелое корыто. Пришлось почистить, вернуть его на родину. И вот теперь мы топаем пешком. Самый надежный, хотя в то же время самый трудный способ передвижения. Ну ничего, ходили же раньше пешком. И мы походим. Ну что, посмотрим, что нам скажут сегодня наши палки. Вчера они нам ничего не сказали. Вчера было пусто. Глянем, что сегодня скажут. Все готово. Берем мальков. Вчера я лунки эти засыпал. Не должно замерзнуть. А которые остались не засыпанные, придется их потюкать. Все талое. Хотя было минус 25. Сегодня чуть теплее. Сегодня минус 15. Но, как видите, даже при температуре минус 25 лунка не замерзает, если она засыпана. Снег как печка греет ее. Остается только убрать его и обратно засыпать. Я сегодня не буду засыпать, потому что по прогнозу потепления, снегопада, оно и само засыпет. Так, готово. Что у нас там? У нас там тюрьма с малявками, это точно. Но там у нас еще есть крючок, куда тоже может налим попасть. Так и есть. Небольшой маленький налимчик клюнул. Вот он. Маленький. Так, как-то где-то зацепить. Аккуратненько. Вроде получилось. Плыви, друг. Расти. И попадайся мне хотя бы в килограммом или пару килограмм в весе.
Вторая банка кончилась уже. Закончилась вторая банка. Сегодня приезжает сын, студент. Завтра, если нас отпустят, поедем на мост ловить живцов. Ну, вообще все хозяйство, что попадется, будем все ловить. Так ты живой, но не совсем уже. Сюда еще добавляем одну. Вместе вам будет веселее. Течение здесь слабое. Зашуговано все тут. Надежда на щуку, но что-то ее этот год нет. Не хочет. Кто-то дергает. Кто-то дергает. Кто-то есть. Опа. Так. Еще один. Дергал. Бочину засандалил. Аж печенку пробил. А? Лучше перестраховаться. Вон за губу. Ну, в принципе, неплохо, но кто его знал? Вот нет, когда один есть на пару килограмм. Второй грамм на полкилограмм, на 400 где-то. Когда палочка одна сработала. Это хорошо. Это просто замечательно. Это просто замечательно. Ну, где-то бы не ушел, конечно, но полторашечка есть точно. Может даже кило 800. Все, до следующей. Вон налим. Вижу его. Попался слабо. Промахнулся, сука. Промахнулся. Промахнулся. Как так, а? Я хотел его обмануть. Не поднимая палки, вижу, что он там. Потому что накрутил вон. Накрутил вокруг палки. Попался на мелкого налима. Спустил его по леске, получается. Он. Хорошо, что зацепился хорошо. А так бы было бы не было. Чуть бы не было. Это воткнуть его воткнул, он. Соскользнуло вон. Я воткнул, он крутанулся и ушел с палки. Вот еще пару килограмм. Блин. Как так, а? Был бы плохо зацеплен, ушел бы. Это просто мне повезло. Заметил, он стоит там подо льдом. Я не знаю, видно ли это будет с камеры. Но чуть бы не было. Чуть бы не было, чуть бы не было. Ах, крючочком-то царапнул я его только, получается. Черкашом. Не под жабры, а в жабру прямо. И он
поскользнулся и ушел. Хорошо, что зацепился хорошо. Четко. Такие не сходят. Второй такой. Нальмяка. Пару килограмм точно будет. Как пить дать. Янскадан. Ну вот, топаю я, топаю. Топаю я, топаю. Дорога не заканчивается. Конца ни края нет. Все-таки техника есть техника. 20 минут и дома. А тут дорогу замело. Еле следы видать старые. Вот иду я по своим следам. Уже, наверное, больше часу. Уже стемнело. А я все топаю. Вот такие вот налимы сегодня.